Картошечка в мундире, горячая. Всем доброго утра, друзья. Ну, у нас утро, я не знаю, смотреть все по-разному будут уже. У нас сегодня день такой начинается с завтрака. Доброе утро всем. Приятного всем завтрака. Мы тоже собираемся завтракать. Да, видео выйдет, наверное, уже... Ну ладно. Кто-то будет ужинать, а кто-то вот еще завтракает. Картошка в мундире — это в деревне самое то. Да. У нас есть кабачковая икра, у нас есть салат, приготовленный на зиму, сальце, свекла, что еще там, картофельный сочный вон. Простой обычный. Деревенская еда. Да, деревенская еда, ничего тут замудренного нету. Картошка самая вкусная. Картошка горячая и с салом, и вот с этими салатами. Самая вкусная вещь. Вот. Да. Сало, салаты. Картошка еще, пар идет горячая, сальце, икра кабачковая и салат, свекла, как уже говорил. Все здорово. Сейчас будем завтракать, друзья. У меня в печке сухари. Надо сейчас... Не в печке, в духовку. В печке. Русская печка. Печку рано пока духовку. Ой, печку рано пока сухари класть, потому что он там еще огонь горит. Так, из духовки сейчас вытащу я сухари. Я со свеклой картошку обожаю. И сальце. Вкусно. Вообще вкусно. Маша достает сухари. Утром рано сушиться. Поставила. Румяные. Просто домашние, чтобы скотину не держим, да, хлеб остается, чтобы не выбрасывать. Там сухари сделал и с супом, и очень даже прилично получается. Вот. Такой у нас завтрак, друзья. Ну, раньше, когда завтракали, раньше газеты читали же в новостях. А сейчас телефон. Сейчас телефон, я обычно всегда завтракаю и новости читаю с телефона. Вот. Беру там, открываю новости и вот беру это самое и читаю. Так же, как и газету. Например, я вот сейчас могу почитать. Вот тут вот новость меня заинтересовала насчет пенсии. Вот. Сейчас в России трудовой стаж не имеет определяющего значения для начисления пенсии, но в отдельных случаях играет особую роль, рассказала агентству Prime замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Например, при выходе на досрочную пенсию может понадобиться такой вид стажа, как специальный трудовой. Как пояснила эксперт, пенсионные выплаты сейчас больше зависят не от стажа, а от размера страховых взносов, которые перечислял работодатель пенсионный фонд. А в 2022 году выплата пенсии по старости начинается для граждан мужчин 61,5 лет и женщин, которые достигли возраста 56,5 лет и имеющие минимальный трудовой стаж 13 лет. А количество накопленных баллов не должно быть менее 23,4. Что-то вот с этой пенсией мудрят, и иногда даже не понимаешь, что там они мудрят. Вот. Также вот новости о короне нашей. Вакцина от коронавируса «Спутник Ви» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «Омикрон», в отличие от других вакцин. Нет, остается та же самая рекомендация: вакцина «Спутником В»
ревакцинация спутником Лайт через 6 месяцев, сказал Гинзбург, отвечая на соответствующий вопрос. Вот так. Так что, кто не вакцинирован, вакцинируйтесь. Опять вот новость опять про пенсию. Индексация пенсии на фоне повышенной инфляции в России может произойти в ближайшее время. Компенсировать итоговый рост цен в стране могут частичными или единовременными выплатами. Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10-12 тысяч. Другим будет удобнее получать доплату в размере 1500 на протяжении всего 2022 года, пояснил Иванов. Вот так. Я не знаю, вот я думаю, что вот старый расчет пенсии, когда вот по-старому все рассчитывали и платили, вот, когда во времена СССР, когда еще моя мама и отец выходили, они работали всю жизнь, так и пенсию получали по максимуму, ну максимальная пенсия у них была 132 рубля, что ли. Вот. Ну, работал человек, получает пенсию максимальную. Максимально работал, максимально и получает. Я как-то так вот за это. И вот еще немножко такая новость. Ну, тоже вот, например, я очень люблю вот такие новости читать. В США у кошек выявили потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус. Специалистам удалось узнать, что в 70% случаев у домашних животных появились антитела к рецептору, связывающему домену коронавирусной инфекции. Причем образцы специалисты взяли еще до начала пандемии. В результате были найдены антитела к домену SARS-CoV-2, что свидетельствует о контакте животного с возбудителем опасной инфекции. Ученые полагают, что в настоящий момент потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек. Вот так. Ну, надеемся, что это все, конечно, закончится скоро. Картофель кто делает? Картофель вкусный. Новости. Картофель вкусный. Новости. Я всегда новости читаю. Я люблю новости читать. Свекла. Икра. Баклажанная, заморская. Ой. Вот. Рисик дурочка. Угу. Сало вкусное, сало домашнее. Дядя Миша давал. Засолили сами. Вообще классно. Вкусный завтрак. Полезней. Тупляра, что приятно. Это самый вкусный завтрак. Простая еда, все простое, всегда вкусное. Вот так. Все свое. Все свое. Да. Все со своего огорода. Картошка своя, икра своя. Что там еще? Помидоры, да, что-то тоже свои. Все свое. Лук там, свекла. Вот. А сейчас еще выпью компота. Ну, компот это... Тоже не с магазина. Не с магазина, конечно, но это... Прислали нам сухофрукты. Вот компот из сухофруктов. А больше не юга. будешь картошку? Не, я уже съел, да. Я компот выпью с картофельными сочнями. Все четко будет. Что касается пенсии, вот это такая тема очень больная для очень много, ну, большого пласта такого населения. Потому что не понимаем, и я в частности не понимаем, откуда это все. Некоторые работали, например, всю жизнь, пенсии, копейки, некоторые, ну, так сказать, не работали, не боюсь этого сказать, ну, там, вообще не работали даже.
но тоже получают пенсию наравне с этим человеком, который всю жизнь работал. Я вот этого не понимаю немножко, конечно. И все не понимают, и негодуют тоже. Не знаю. Я-то так-то пенсию получаю по инвалидности. У меня стаж, наверное, наберется так-то. Потому что работал до инвалидности, потом работал во время уже, когда был на группе. Так-то, наверное, в принципе, наберется стаж. И надо будет посчитать, на какой пенсии лучше выгоднее. Или на инвалидности, или на по старости пенсии. Я не ужасно было. М? Я не ужасно было. А Маша, она ребенок, и еще работать и работать. Да, сама-то была на ужасно. Нет, почему? Почему даст? 50 нас чудесно. Да. Если ничего не поменяется, 50 лет, две север и два ребенка, 50 лет женщине. Но все равно еще 5 лет работать. Привычки законы захватить, он ужасно. Сочные, вкусные. А? И компот вкусный. Сегодня он не сладкий такой. Самый раз. В прошлый раз делала слишком сладкий, говорила, сейчас, наверное, не очень сладкий. Самый раз. Компот, да, нормально. Ну вот. И кто влез под дрова, да? Кто влез, кто под дрова. Маша на улице идет. Позавтракал одной картошкой. Больше А разговаривал. я думаю, больше ем, что ли? Я не всегда так. Картошка, сало, хлебушек и Побольше я наверное. чай или компот, и все. Ну, икра кабачковая, да, я люблю это все, конечно. Вот. Маша идет на улицу, а я тоже там буду позанимаемся. Надо Умку выгулять. Умку надо выгулять. Пущу, да, пусть резвится. Да, пускай побегает. Просто с утра еще машин не так много, и пускай побегает. Вот. Маша, может, даже и поснимает, Маша, давай. Ну, посмотрим. За работу. Утро Какую начинается. работу? За работу. Я пенсионер. Я спать лягу. Тогда мне придется работать. Почему? Я Домашние- тоже работаю. Домашние дела ждут. Все, давай. Закругляйся. Закругляйся. А то она сейчас расскажет, еще выложит. На улице у нас морозец. Солнечная погода. Так, градусов 24, как-то так показывает. градуса. Но это, можно сказать, не так сильно холодно. И, ну и снега нету. Ну, как бы снег не идет, не падает. Умка у нас, вон, слышно, как воет. Она гулять хочет. Ой, сейчас ее я отпущу. Такая солнечная погода сегодня. Сейчас пойдем к Умке. Она сегодня даже и не покушала. Уже получается, как 2-3 дня уже не ест. Просится на волю. Так что я ее отпускаю ненадолго. Ну так, полчаса, часик она резвится, гуляет, потом сама приходит домой, заходит, а потом с дома я ее и на цепи сюда и вывожу. А так потом убегает. Да, сейчас отпущу ее.
Вон она рысью убежала. Умка! Умка! Вот так она потом отпускаешь, и потом бегает, как бешеная. Умка у нас убежала. Потом паразица побегает. И обратно, надеюсь, домой придет. Он рысью бежит. Собак много. Только что с другими не убежала куда-то далеко. Если она одна, конечно, так бегает, потом обратно домой возвращается. А с чужими собаками не знаю, уйдет далеко или потеряется, нет. Такая красивая сегодня солнечная погода, морозная. Прям настроение потом тоже поднимается, когда такая погода. Когда метель, конечно, тоже, как говорится, ну, тоже человек зависит от погоды. По погоде же тоже настроение, наверное, поднимается. Когда такая светлая морозная погода, и настроение тоже такое светлое, хорошее. А когда пурга, метель, тогда, как говорится, ничего не хочется делать. И на душе тоже пасмурно. А так, вон, у нас красиво, светло сегодня. А Умка куда-то там застряла. Не знаю, что там копошится. Там у нас, получается, мусор туда кладут люди. Вот. И там вот и собаки и копаются в этом месте. Ну, надеюсь, далеко не убежит. Обратно прибежит домой. А Умка уже он на крыльцо. Она уже прибежала. Только что еще была там и уже он рядом. Уже ждет, когда... Ну, давай, заходи. Она же сегодня у нас не позавтракала. Да. Малышка-то там вон глядит. Умка. Умка. Игрушку. У кота нашел игрушку. Она ведь тоже у нас играется игрушками. Вот и кушает с миски. А сама-то не покушала со своей. Два кота сидят. Малышка-то вообще глядит вон как. Ну что, у нас была она дома, домой заходила. Лок, Умка, Умка, на, Лок. Да, то, Лок. Вон как прыгает. На.
Хлебушек дала. Умка, на. На. Лок. Лок. На. 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 Умка. На. О, она-то и не зайдет. Сергей говорит, возьмешь бы там что-нибудь, и она позайдет сразу. Нетушки, даже не под это, не приближается. На, Умка. Ну, так что она-то и не зашла. Умка, на. Умка. Умка. На. Умка, на. Он хлебушек взяла и убежала. Все, дальше бегом. Ну вот, пришлось на привязи. Домой зашла и пришлось на привязи до вольера дотащить, потому что она никак не заходит. Да, сейчас обратно вон гулять просится, а дома ничего тоже не покушала. Аппетита нету. Ну все. Потом следующий день погуляешь. Все, нагулялась сегодня уже. Хватит. На этом мы наше видео заканчиваем. Вон какая красивая погода у нас солнечная. Светло, ясно. Красота просто. На этом я заканчиваю наше видео. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.